Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Аллилуйя, і слава Йому навіки. Ведаеце, мої дорогі, як сьогодні в часі літургії перед другим читанням звичайно співається рефрен псалму, то сестра ужила «Аллилуйя», и бачу, что некоторые подорвались уже, бо почули «Аллилуйя». И раз, все встали там некоторые, да? Это добрый знак. Вы молодцы. Потому что вы разумеете, что на «Аллилуйя» надо встать. Потому что «Аллилуйя» — это «Аллилуйя». Это хвала Божия. И мы встаем. Чему мы встаем на «Аллилуйя»? Потому что Христос воскрес. Потому что мы славим Бога живого. Бо сказано в Писании, Бог наш не есть Богом мертвых, але Богом живых. Бог есть Богом живых. Бог Авраама, Исаака и Якуба. Бог есть Богом живых. И тому ось на «Аллилуйя» такая реакция была. Я вельми зрадувався. Хоча дав вам знак, що треба присісти ще зарано вставати. Але це добрий знак. Чому встаємо? Чому ми підіймаємося? Тому що святий Павел сьогодні в другім читанні нам виразно це тлумачить. Коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що у вишинях. І коли ми на «Аллилуйя» підіймаємося, встаємо, да, то це свідчить про те, що ми ось такий момент вертикально. Не? Мы все, готовы взнестись, как ракета в небесы, да, потому что наша ичина там. Мы не горизонтально. Не. Мы вертикально. Мы скерованные туди, наш дом там. Хоть з праха земного мы створены, сказано в Писании, не? Что-то из земли у нас есть. И то, что земное, оно в землю вернется. Это тело наше. Але у нас есть Дух. У нас есть образ Отца, у нас есть бессмертное. То, что мы от Отца Небесного отрымали, это наша особа, это я, это Катерина, Виктор, Николай, Светлана. Кожен из вас, кожен из нас есть образом Бога. И тому Павел каже, шукайте того, что в вышинях, где Христос сидит праворуч Бога. Где наш Христос после воскресения? А? Где Он? Праворуч Отца. У нашей человечей натуры. Вы видите себе, какая радость для нас сегодня. Сегодня не может быть такого смутку на сердце соправдно верующего человека. Не может быть, не глядячи ни на что. Ні на які-то справи там сімейні, економічні, політичні, не ведав, глобальні. Навіть як земля зараз почалася крутитися у інший бок, да, нам здавалося, все, конець. Все під контролем у Господа. Все під отцовським контролем Творця. І тому Павел каже, ви думаєте про те, що у вишинях, а не про те, що земное. То, що земное проминає. І ми це бачимо. Мы бачим это каждый день, что земное проминає. Як би дороги не латали, кожный год после зимы у нас латают дороги. Да? Вот так у нас работают на дорогах. Кожный год латаются, но сколько не латают, дыры будут, потому что все, что земное, оно проминальное. Да? Як бы мы там не старались дома ремонт робить, даже этот прекрасный храм, там у всех это стараемся злагодить справи, которые причинены на протягу некого часу, да, ремонтуем, але усё гэта проміне. І мы не зробим ремонта досконало, тому что это немагчыма, потому что усё материальное проминае, усё нищится. Железо ржавее, краска выбелее, там выцветая и так далее. Ничего земное не трывалое. А вы, дети Божии, а вы живете навеки. У вас есть бессмертная душа. И она никогда не помрет. Николи. Разумеете, что это? Это вельми важно усвідомити собі в день Воскресения. Это собі не какие-нибудь там, знаете, мистичные оповедания там, про некого там человека непонятного. Это историчные факты. Это Христос, это Божий Сын, який прийшов, уціловівся, жив серед нас,
працаваў сярод нас, цуды чыніў сярод нас, смерць крыжовую прыняў, у магілу быў пакладзены, але не знайшлі яго там. І па сённяшні дзень магілы Хрыста ніхто не знойдзе, потому что она пустая, потому что нету тела Христова там, и Он воскрес. Поглядите, в сегодняшней Евангелии мы читаем в этот момент, когда вучни пришли до могилы. У первый день тыдня, это святая неделя, Мария Магдалена пришла до могилы. На что она пришла? Как помазать тело. И камень отсунутый. Камень отсунутый. Не рука людская отсунула камень. Хоть историю потом и придумали жиды, расповедали по усим, сказали, идите, расскажите усим, что украли тело Христова, потому что они не знали, что робить с Евангелием. И они не ведали, что робить с тем, что Христос попередживал, что Сын Человечий будет отдан в руки людей, что и Он будет забитый праз укрыжевание, але на третий день воскресне. И они себе припомнили эту историю и напряглись. Бо что робить? Что робить с тем, что Иисус пророчил? А потом у них начались еще большие проблемы. Когда Христос начал з'являться своим учням после воскрешения. Куда Христа сховать? Куда сховать моц Божию? Скажите мне, дорогие христиане, куда, я спрашиваю? И как бы сегодня там философы, науковцы, атеисты с великими научными аргументами не приводили нам факт того, что христианство это пережиток, альбо мифы, альбо еще что-нибудь. Ну, простите, мои дорогие. Я вам спочуваю, потому что вы не способны супротстоять моцы Божией, которая является життем. Бог есть любовь, а любовь она мощнейшая за смерть. Дорогие атеисты, если вы меня сегодня почуете в интернете, я надеюсь, почуете, то помните, Бог вас тоже любит. Бог вас тоже любит, только вы найдите путь к Христу, не противоречащий Ему, а примите с покорою, так как принял Ян, пришел в пустую могилу, убачив и поверил. Убачив и поверил. Не чекайте чуда, але примите Евангелие. Тому вельми важно, как мы, мои дорогие, переживали сегодняшнюю Пасху вот с этим порывом души, как вы памятали, что все под контролем Божьим, так как все парафиане, переживающие страстный тыдень. Вспомните, про что мы казали в Великий Четверг. Мы разважали про то, что до любови, до пяшчоти Бога треба открыть свое сердце, як Ян апостол. И он на вечері спочив на лоне Христа, на его сердце, и он отчул интуицией, и он не имел рациональных аргументов. И он не приводил себе аргументы, и он навіть Писание еще досконало не ведал. Про это сегодняшнее Евангелие кажет, что яны еще не ведали Писание до конца. Але Ян почул Христа у часе апошней вечери. Ян прошел праз терпение с Христом, и он не усомнился у тем, что он Божий Сын. Все апостолы иншие разлетелись, сполохались, поддались панице, страху. Ян остался под крыжом. А сегодня, як он доведывался, что информация дошла, что могила пустая, он бег, летел просто. Я вот представляю эту сцену. Ян, молодой апостол, юнак такой, знаете, как молодой жеребец, прости, Ян апостол, рвется, летит туда, прибегая, нету тела. Ослупел. Петр зашел за им, поважный уже, человек трохи уже со стажем, таким зашел, так себе подумал, нема тела. Угу. Ну что ж, А Ян, про Яна сегодня написано, увайшов, который прибег первый до могилы, и он увайшов, убачив и поверил. Ему никто не приводил никаких науковых аргументов. Ему даже никто не тлумачил зараз, откуль у Яна обудилась вера. Тут, у сердце, бо он полюбил Христа, он так был с Христом злучений, что он тайну воскресения принял одразу.
Адкрылася ў яго сэрца, Ян увераваў. Ён ужо быў падрыхтаваны. Таму, мои хорошие, самое главное – это открытость сердца. Это добрая воля, шукаючая правду, шукаючая любов і шукаючая життя. І тоді ти зустрінешся з Христом воскресним. А коли ти з ним зустрінешся, моцею Святого Духа, то ти станеш свободним чоловіком, ти станеш радосним, ти станеш іншим. Твоє життя почне набирати інший сенс, набирати інші обороти, тому що ти будеш жити таємницею Божого життя. Не чоловічого просто, а Божого. І ось це і означає то, що Святий Павел сьогодні в другому читанні каже: «Коли ви з Христом воскресли, коли ти вже живеш таємницею воскреслого Христа, то ти вже не шукаєш того, що земное. Земним ти тільки задовольняєшся. Удячний Богу за те, що маєш. Працюєш над чим можеш. Ставиш некі вимагання, некі ідеї, мари. Це все людське нормальне. Але серце твоє заўсёды злучанае з тым, што вечнае, а не тым, што ржавее, блекне і знішчаецца. І таму вельмі важна, каб мы знайшлі Христа воскреслага ў сваім сэрцы, каб мы з ім сустрэліся, так як Ян. Таму, мои дарагія, шукайце Езуса як Ян на вечері, на святой імшы, на адарацыі, на прыняцці і слуханні Божага Слова. Тады Господь узнагародзіць. Ян шукаў і знайшоў. Ян стукаўся, і яму адчыніліся, нават магілы адчыніліся. Езус кажа: стукайцеся, вам адчыняцца. Ян стукаўся ў небёсы, яму магіла адкрылася. Ён убачыў і увераваў. Это все Божыя таямніцы. Таму няхай сённяшняя урачыстасць пасхальная прыпамінае нам, кім мы ёсць. Потому что Христос это все зрабіў для нас, дзеля нас. Богу не надо было доказывать, что Он Бог. Бог пришел до нас и полюбил нас перш. Перш, чим мы полюбили Бога, святый Ян Апостол той же каже, Бог нас полюбил и послал нам своего Сына. Аминь.